Здравствуйте, в эфире специальный выпуск Хамши Кушара. По предварительным данным, этой ночью в Сухуми произошла перестрелка, в результате которой есть пострадавшие. Ранним утром президент Рауль Хаджимба посетил республиканскую больницу, куда были доставлены раненые в перестрелке сотрудники Государственной службы охраны. Также в больнице находятся пострадавшие в ходе штурма здания МВД. В общей сложности за медицинской помощью обратились 19 человек. 9 из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В реанимационном отделении республиканской больницы на сегодняшний день продолжает оставаться один из пострадавших. У сотрудника ГСО Ахры Джопу огнестрельные ранения. Его состояние стабильно тяжелое. Также в больнице находятся сотрудники правоохранительных органов с переломами ключицы, челюстно-лицевыми травмами. На данный момент в больнице находится 7 человек, 3 из которых с огнестрельными ранениями. Основная часть пострадавших госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Один с огнестрельным ранением сквозным бедра, повреждение мягких тканей, второй с огнестрельным ранением грудной клетки с переломом ключицы и огнестрельное ранение коленного сустава с отрывом надколенника. Все они прооперированы, тяжесть состояния обусловлена степенью тяжести перенесенной операции. На сегодняшний день состояние стабильное, находится в отделении реанимации по наблюдениям. Сегодня-завтра, наверное, переведем. Состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Остальные больные лежат в нейрохирургии, в хирургии, сотрясение головного мозга, ушибами мягких тканей грудной клетки и ушибами шейного отдела позвоночника. На сегодняшний день они получают соответствующее лечение. Будем надеяться, что в скором времени они поднимутся на ноги. В полном объеме было оказано нашими специалистами, были вызваны дополнительные бригады. Они прооперированы все и получили в полном объеме медицинскую помощь. Медикаментами обеспечены, здесь получают полностью адекватное лечение. Все произошедшее накануне – это вероломство, и такое больше не должно повториться, заявил Рауль Хаджимба журналистам по завершению посещения пострадавших. Ситуация, вот та, которая вчера произошла, это вероломство. По-другому это никак не назовешь. В момент проведения нашей встречи с оппозиционными представителями значительная часть людей переместилась с места проведения митинга и ушла в здание МВД. И что там дальше происходило, многие из вас знают. Впереди были поставлены люди. Эти люди были в невменяемом состоянии. Сами представители оппозиционной, говорится, среды, руководители наблюдали со стороны. И все это привело к тому, что пролилась кровь. Продолжать накалять ситуацию не будет позволительно никому, подчеркнул президент. По словам Рауля Хаджимба, прокуратура уже начала расследование вчерашних событий, по результатам которого будут приняты меры. Будет все сделано для того, чтобы привести в порядок нашу страну и чтобы это больше не повторялось. Мы говорим о чести, достоинстве, абсвора. Где это все? Они все вчера растоптали и превратили просто в хаос все, что было сделано за все это время. И никаких, как говорится, действий дальше вот такого рода никто им не позволит. Какова сегодня ситуация в МВД? Во дворе остается или кто-нибудь? Нет никого сегодня там. Все, что можно было разрушить снаружи, они разрушили, но вовнутрь никто не попал. И это как раз-таки показатель того, что и в милиции есть люди, преданные своему делу, а не так, как их расписывают иногда. И все сотрудники специальных служб, службы государственной безопасности, ребята, которые принимали участие, сделали все возможное для того, чтобы не превратить это в достаточно большое кровопролитие. Что касается референдума, он будет проведен 10 июля. Никаких решений о переносе даты не было и не будет, заявил президент. Все попытки, которые вчера были предприняты, это было как раз-таки нацелено на срыв референдума. Понимая, что никаких результатов они не получат от этого референдума, попытались все сделать для того, чтобы сломать эту ситуацию. Сегодня нужно уже принимать адекватные меры для того, чтобы не допустить дальнейшего развития событий. Я им все разрешил, помимо того, что касается переноса референдума. Фактически, все те требования, которые были, говорится, выставлены, они получили разрешение. Но переносить референдум никто не собирается. Он будет. Они его требовали, они его хотели. Они же говорили о том, что в стране хаос, бардак. Так если они хотят действительно провести соответствующее мероприятие, то я думаю, что у них было время подготовиться к этой ситуации. Какие меры в первую очередь вы будете предпринимать вот сегодня с утра? Меры по дальнейшему недопущению эскалации.
Все службы будут приведены в порядок. Есть люди, которым не безразлична судьба нашей страны, и будут делаться все мероприятия так, чтобы это больше не повторилось. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Об обстоятельствах, произошедшей накануне стрельбы, рассказал сегодня журналистам исполняющий обязанности министра внутренних дел Абхазии Варис Абитов. Что касается вчерашнего инцидента, он тоже изучается сегодня прокуратурой. Всю ночь работала следственная группа. Пока нет результатов следственных действий, я не могу оглашать, к чему мы придем. Ну а то, что было, я думаю, вы все увидите. Есть кадры, есть съемки, они будут сегодня уже показаны по телевидению, я надеюсь. И вы сами сможете дать не правовую, хотя бы гражданскую оценку тех событий, которые произошли. Участники вчерашней перестрелки известны? Известны те, кто ранены, и те, кто стрелял? Да, все лица установлены. Те, кто стрелял, они задержаны или... Пока не могу комментировать, занимается оперативно-следственная группа этими вопросами, поэтому пока не буду комментировать эту ситуацию. Когда уже будет все более-менее понятно, тогда, пожалуйста, мы дадим открытую информацию. Поэтому Сотрудники МВД находятся на казарменном положении? мы существуем в обычном режиме своей деятельности. Ну, какая-то часть переведена на казарменное положение, учитывая некоторые оперативные мероприятия, которые нами проводятся. А в остальном у нас идет повседневная обычная жизнь. Никакой паники. А вы можете коротко хронику вчерашней ночи рассказать именно по инциденту? По инциденту с перестрелкой вы имеете в виду? Нет. Это пока закрытая информация. Я думаю, сегодня к вечеру все будет обстоятельно известно, фамилии, имена. Скажите, будет пожалуйста, сводка. а ранены только сотрудники МВД и охрана, а с оппозиции никто не ранен, ни в В больнице перестрелке не участвовали сотрудники МВД. Было должностное лицо таможенных органов. Установлена его личность? Да, его личность установлена, проводятся мероприятия. Я даже не знаю, насколько здесь замешана политика, поэтому не буду сейчас комментировать. Следствие разберется и даст оценку. Поскольку это действующий сотрудник таможенных органов, я не думаю, что имела место политическая ситуация. После событий, происшедших вчера, будут какие-то кадровые изменения в составе МВД? Личный состав МВД, не побоюсь этого слова, вел себя героически и очень мужественно. В подавляющем большинстве. Поэтому каких-то кадровых изменений мы не предвидим. Что касается министра, этот вопрос больше всех волнует. Как только будет проведена проверка прокуратуры, дана оценка его действиям, по которым поступило заявление, все и разъяснится. Я думаю, прокуратура сделает свое заявление, есть ли в его действиях состав преступления или правонарушения, и вот тогда уже президент будет делать вывод. Мы следим за развитием событий, по мере их поступления будем выходить в эфир. Сейчас предлагаем вашему вниманию заявление президента Рауля Хаджимба, сделанное накануне. Уважаемые сограждане, сегодня, когда наша страна находится в достаточно сложном положении, я хочу обратиться к вам. Мы с вами стоим у края, за которым хаос и деградация. Те действия, которые совершают некоторые политические и общественные движения, направлены на дестабилизацию обстановки, которая в конечном итоге может привести к уничтожению нашей государственности, за которую мы заплатили кровавой ценой. Мы столкнулись с очень серьезной проблемой – борьбой за власть, сил, готовых использовать любые способы достижения цели. Сегодня они пытаются спровоцировать в стране беспорядки, манипулируя такими общечеловеческими понятиями, как свобода выбора, свобода волеизъявления. Ничего общего с нашими традиционными представлениями о народовластии это не имеет. Идет несвойственная нашему народу борьба за власть, за должности с использованием грязных технологий, истерических выпадов и лживых обвинений. Моральные ограничения сняты, и все средства хороши. Эти люди выступают в роли родителей нации и народа, говорят о правопорядке и в угоду своим интересам интерпретируют законы и конституцию нашей страны. Меня сегодня обвиняют в том, что реформы остались обещаниями, что криминогенная ситуация изменилась в худшую сторону, что экономическое положение в стране ухудшилось. Я не намерен оправдываться. Те, кто не желает видеть положительные тенденции, только наметившиеся в нашей стране, не увидят их никогда.
Этим людям просто неприятен сам факт положительных изменений. Чем их больше, тем призрачней шанс на реванш. Потому что их не интересует страна. Им нужна только власть, и во имя этого они готовы разорять бюджет, отстаивать интересы проворовавшихся чиновников в судах, оправдывать коррупционные сделки. Вместо того, чтобы развивать реальный сектор экономики, они строят красивый фасад, за которым обнищавший народ и запустение. Я не буду спорить с этой категорией людей, приводить статистические данные. Мой посыл к простым людям, которые добросовестно работают и испытывают все тяготы очень сложного времени становления нашего с вами государства. Испытывая громадное сопротивление, а порой и просто саботаж, мы все же налаживаем порядок в экономической сфере, доказываем миру, что не просто хотим, но и можем жить за свой собственный счет, что наши некогда убыточные курорты, находившиеся в долгах и невыплаченных кредитах, могут быть прибыльными. Но для этого необходимо сломать в себе устоявшиеся стереотипы, развернуть свой взгляд в сторону своей собственной страны и снова поверить в свою победу, как мы верили тогда, когда весь мир отказывал нам в праве на свой собственный путь. Но мы пошли по нему, отбросив не только мелкие дрязги, но и серьезные разногласия внутри себя, став единым организмом, и нас не смогли сломать. Но, к сожалению, за многие послевоенные годы у нас сформировалось неправильное отношение к государству, а по сути к самим себе. И многие сегодня сопротивляются таким простым и понятным вещам, за счет которых должно жить и развиваться государство. Нас отучили платить за коммунальные услуги. Нас научили не стыдиться воровать электричество, скрывать налоги. И мы забыли, что каждая копейка, выплаченная нами в бюджет, это зарплаты, пенсии, социальные пособия, образование и медицина и многое другое. Что только мы сами можем гарантировать нормальный уровень жизни нашим детям, старикам и самим себе. Никто и никогда не будет в благосостоянии о процветании нашей страны самим, если мы любим нашу страну. Совсем недавно мы все болели за сборную Абхазии, как стремились к победе, как в едином порыве замирали наши сердца в ожидании. На короткий миг этого праздника мы снова стали тем, которому ни одна хворь не страшна, которому наши футболисты не просто выиграли этот чемпионат, они заставили вспомнить нас, кто мы есть на самом деле и зачем мы на этой благословенной земле. Они пробудили в нас гордость за самих себя. Они дали нам прочувствовать восторг единения, дали нам возможность подставить им плечо, что мы с огромным удовольствием сделали, поддержав их. Мы снова почувствовали себя единым народом. Но ведь это же были те же самые люди, которые спустя несколько дней после чемпионата снова разбились на лагеря, поддерживающих тех или иных политиков, и забыли, что наша цель не власть, не кресло, а строительство страны, которую отстояли наши воины, отстояли для нас. Инициаторы нынешнего референдума, возможно, даже не понимают его губительных последствий, не осознают, что стали инструментом для манипуляций. Но я дал согласие на его проведение, несмотря на его сомнительную правомощность, двусмысленность и несоответствие законодательным нормам. Я еще раз повторяю, что сделал это во имя стабильности в обществе. И еще потому, что верю в мудрость своего народа. Но и эти мои действия вызвали негативную реакцию у оппозиционных сил. Я уверен, что наш мудрый народ пройдет достойно и через это испытание. И предостерегаю любого от необдуманных, а хуже от хорошо продуманных провокационных действий, могущих привести к непоправимому. Нам надо сохранить нашу страну для наших детей и внуков и оправдать доверие наших ребят, отдавших свои жизни за Апсны.
А сейчас о событиях вчерашнего дня в их хронологической последовательности. Накануне в Сухуми прошел внеочередной съезд Республиканской политической партии Амцахара, участники которого приняли резолюцию с требованием перенести референдум с 10 июля на осень, освободить от занимаемой должности министра внутренних дел Леонида Дзапшба, разрешить гражданам Абхазии участвовать в голосовании, в том числе по паспортам с истекшим сроком действий. Переноса референдума не будет, он должен пройти в назначенное время. Об этом заявил Рауль Хаджимба, отвечая на требования оппозиции. У здания администрации президента было многолюдно. Здесь собрались те, кто поддерживает политический курс руководства страны. Переговоры президента Рауля Хаджимба и представителей оппозиции длились больше получаса. Основными требованиями оппозиции являются перенос референдума на осень этого года, возможность голосования по просроченным паспортам и отставка министра внутренних дел. Диалог состоялся. В каких-то вопросах власти и оппозиция нашли взаимопонимание. Но нерешенных вопросов, по мнению представителей оппозиции, остается еще много. Президент по паспортам нашел понимание, и он сказал, что по просроченным паспортам люди будут иметь право голосовать. В этом случае я не могу сказать, что президент нас не услышал. Частично. По продлению референдума у главы государства есть своя позиция. У представителей блока оппозиционных сил, поддержавших референдум, и инициативной группы референдума есть свое мнение. Мы предложили президенту организовать встречу юристов администрации президента и юристов блока оппозиционных сил для обсуждения этого вопроса. Ну, я думаю, что ни оппозиции, ни президенту не нужен накал страстей и выход из ситуации из конституционного поля. Я думаю, что мы все хотим, чтобы все было цивилизованно и наша страна развивалась. По завершении встречи с представителями оппозиции президент Абхазии Рауль Хаджимба вышел к собравшимся и сообщил об ее итогах. Глава государства отметил, что несмотря на то, что власть уступила в некоторых требованиях оппозиции, перенос референдума не представляется возможным. Я пока разговаривал с ними, я так понял, что там какая-то часть людей пошла в сторону милиции. Ну, то есть практически их не интересует даже наше мнение пока, во всяком случае. Но я вас всех призываю к тому, чтобы надо выдержать всю эту ситуацию. Мы не должны заставить себя, в первую очередь, поддаваться этим провокациям. У нас хватает там сил и средств для того, чтобы решить задачи, как это полагается. Просто ни в коем мере нельзя допускать каких-либо противостояний. Я, еще раз говорю, никаких референдумов отменять не буду. Референдум назначен на 10 число, и он будет. Никаких других позиций не может быть. Что касается тех же паспортов, о которых они говорят, что, мол, по паспортам могли бы голосовать, которые просрочены. Я сказал, пожалуйста, голосуйте. Их всего там порядка 4000 паспортов. Если эти 4000 паспортов решат исход этого референдума, то я готов принять решение согласиться с этой позицией. Но в остальном я не могу, как говорится, пойти на это. Президент страны обратился к собравшимся не нагнетать обстановку. Рауль Хаджимба подчеркнул, что все решения будут приниматься только в правовом русле. Сима Аргун, Саидайба, Абхазское телевидение. Между тем, участники съезда оппозиции, переместившись к зданию МВД, ждали ответа на свои требования. В какой-то момент была предпринята попытка штурма здания. В противостоянии с личным составом внутренних дел участники акции использовали камни и подручные средства. К зданию была подтянута пожарная машина, но водомет применен не был. В здании МВД для введения переговоров прошли представители оппозиции. К участникам акции обратился министр обороны Абхазии Мираб Кишмария с призывом сохранять спокойствие.
Далее события стали стремительно развиваться. Люди не расходились, предпринимались неоднократные попытки штурма здания МВД. Участников акции пытались утихомирить лидеры оппозиции, но они не были услышаны. Фактически ситуация вышла из-под контроля. Стычки становились все более ожесточенными. Применялись подручные средства – бутылки, камни, палки. Смотрите кадры, не нуждающиеся в комментариях. Вот с Робертом.
Отстранить министра внутренних дел Республики Абхазия Дячпа Леонида Юрьевича от исполнения обязанностей на время проведения прокурорской проверки. Исполнение обязанностей министра внутренних дел отложить на 1 Генеральная прокуратура Абхазии начала проверку по факту попытки штурма здания МВД. Сегодня по инициативе блока оппозиционных сил в парке у здания Государственной филармонии был проведен несанкционированный митинг, связанный с вопросом проведения референдума о досрочных выборах президента. В ходе митинга была принята резолюция, одним из пунктов которой являлась досрочная отставка министра внутренних дел Леонида Дячпа. Требования митингующих были направлены президенту, однако, не дожидаясь его решения, митингующие переместились к Министерству внутренних дел, где ими была предпринята попытка штурма здания. Также были нанесены телесные повреждения сотрудникам милиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников несанкционированного митинга.
Накануне президент Рауль Хаджимба подписал указ об отстранении министра внутренних дел Республики Абхазия от исполнения обязанностей на время проведения прокурорской проверки. Исполнение обязанностей министра внутренних дел Республики Абхазия возложено на первого заместителя министра внутренних дел Бориса Абитова. Уважаемые телезрители, по мере поступления информации мы будем выходить в эфир со специальными выпусками новостей. Оставайтесь с нами.